Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии. Сегодня, как я обещал, мой ролик будет посвящен 2% ипотеке, которую обещал Путин на Дальнем Востоке сроком на 5 лет. Давайте посмотрим для начала, просто сравним, вот как происходит это здесь в Соединенных Штатах и как это собирается делать Путин. Так вот, чтобы понять основную суть, что происходит вообще, да? Почему Путин решил пойти на такое, действие, нужно понять фундаментальные значения. То есть для Соединенных Штатов Америки низкая ставка по ипотечному кредитованию для населения является правилом, а для Путина это скорее является исключением. То есть его правило это на самом деле совсем другое. Чтобы понять, почему процентные ставки могут быть такими низкими для России, для обычных людей, такие как мы с вами, 2% ипотека кажется какой-то сказочной, какой-то американской, непонятной, которая в России не может быть по принципу, как говорил сам Путин. Так вот, Путин же говорил там: у России свой путь, в котором Путин и его товарищи богатеют, а вы, должны быть нищими. Это его правило. И вдруг как-то он повернулся лицом к населению и сказал: вы знаете, я как-то смогу вам сделать, как в Америке, 2% годовых, но если вы поедете жить на Дальнем Востоке. И если вы молодая семья, и если, ваш возраст составляет меньше, чем 36 лет, и, если вы женаты больше, чем 1 год, и, если может быть даже один родитель, он должен быть, эта семья может быть неполной, с ребенком до 18 лет, тоже считается молодой семьей и так далее. То есть, это рассчитано на 5 лет, после 5 лет это будет все свернуто. Может быть даже раньше. Для Америки это постоянное такое состояние. И там нет ограничений. То есть здесь нет ограничений по возрасту. То есть любой желающий может взять ипотечный кредит. Дело в том, что раньше, чтобы посмотреть, как появляется такая штука, для Путина, смотрите, как это вообще работает, вообще денежная система. Дело в том, что если взять, допустим, население России, так, 140 миллионов, некоторые говорят, что осталось только 80 или 83 миллиона, но в любом случае, дело в том, что люди встречаются, женятся, рожают детей и так далее, количество населения постоянно увеличивается. Так, допустим, возьмем для простоты, понятие, допустим, население 100 миллионов человек. Так? Дело в том, что 100 миллионов человек, они берут определенную зарплату и его тратят для своей жизнедеятельности. Так? Нужно, скажем, допустим, для проживания, чтобы для нормальной жизни 100 миллионов человек, допустим, 100 миллионов рублей нужно. Если население удвоится, то количество денег должно удвоиться. Верно? Или получится бартер. Вот, например, один человек брал зарплату 30 тысяч рублей, а если их будет двое, им нужно 60 тысяч рублей. То есть на рынке, в случае, если количество населения, допустим, удвоится, на рынке количество денег должно тоже удвоиться. Это делается для того, чтобы не было бартера. То есть им же нужно что-то кушать, ходить в парикмахерскую или и так далее, в кино и так далее. Чем больше количество населения, то есть взрослого, допустим, населения, и даже если детей, скажем так, количество денег должно увеличиваться. Так вот, у Путина его способ ввода денег на рынок, они об этом еще не думали. Дело в том, что раньше, допустим, в Багдаде, когда количество населения увеличивалось, нужно было вводить деньги на рынок. Каким образом они это делали? То есть выходило шествие этого султана, он ехал и разбрасывал деньги направо-налево, направо-налево. Это был один из немногих способов, как можно было носить деньги. Например, когда денег людей становится больше, а количество денег остается тот же.
нужно увеличить количество денег на тот же уровень, насколько увеличилось количество населения. А если население уменьшилось, надо с рынка остаточные деньги забрать. То есть количество реальных денег и количество товаров и услуг всегда должно быть одинаковое. Население выросло, деньги увеличились. Население уменьшилось, значит, деньги надо уменьшать. Так вот, в Соединенных Штатах, значит, как вы понимаете, доллар является частной. То есть там, я не знаю, кто является именно хозяином доллара, но он является частным. Так вот, эти люди сидят и следят за тем, чтобы доллар был популярным. А он же частный. И, значит, он не должен быть слишком дорогой или слишком дешевый. Если будет слишком дешевое, значит, люди будут, то есть если доллар будет дешеветь, люди будут терять в своих состояниях. То есть человек был миллиардер сегодня, определенное количество, значит, его возможностей, и если курс доллара упадет вдвое, он потеряет половину своих денег. И тогда люди разозлятся на такую структуру. То есть зачем им тогда доллар, им пользоваться? Верно? А если доллар будет становиться дороже, то, значит, людям будет неудобно им пользоваться. Они будут перескакивать на более дешевые, значит, валюты. И поэтому они держат так, чтобы доллар не был слишком дорогим и слишком дешевым. Он должен быть средним. И они постоянно следят за увеличением количества товаров и услуг. То есть за тенденцией, за модой и так далее. То есть если произошло новое изобретение какое-то, и это стало очень популярным, и эти люди начали зарабатывать большое количество денег, получилось большое количество, значит, нового сервиса, который требует большего количества денег, то они сразу узнают приблизительно, сколько это будет стоить, и печатают такое количество денег. Так вот, а как же его вводить в рынок? Один из способов – это ипотечное кредитование. То есть они выдают ипотечный кредит. Так вот, ставка рефинансирования, то есть, как сказать, ипотечные кредиты выдают банки, обычные банки. А они откуда берут деньги? Они берут деньги с Федерального резервного фонда. Федеральный резервный фонд в 90-е годы финансировал другие банки, значит, по процентной ставке близкой к нулю называлась. Это 0,2%, 0,5%. Сейчас он довольно-таки высокий и составляет 1,5% или 1,75%. Банки берут из Федерального резервного фонда деньги в долг под этот процент. Этот процент 1,75 составляет доход этого Федерального резервного фонда. А потом банки уже передают дальше под проценты. Раньше это было 2%, когда они брали по 0,75, они выдавали по 2% годовых. Сейчас они берут под 1,75 и отдают, значит, начинается там с 3,5% в Соединенных Штатах. И это общее правило, то есть это способ ввода наличности в Соединенных Штатах Америки в рынок, который происходит безболезненно. В России, значит, путинский Банк России, он выдает, значит, банкам деньги, естественно, под процент, это называется тоже ставка рефинансирования, но не 1,75 или 1,5%, он дает им по 6,5%. То есть это драконовские, можно сказать, проценты. Сейчас это составляет 6,25%. Это раза в 3 дороже, чем, значит, доллар. То есть рубль он дороже, чем доллар в 4 раза на самом деле. Он совершенно поэтому неудобен для пользования. Доллар намного дешевле. То есть откуда вы будете брать кредиты? У Центрального банка, то есть Банка России, у Путина это будет составлять для вас 6,25%. А если вы будете брать в Федеральном резервном фонде, вы возьмете, значит, ту же сумму за 1,5% или за 1,75%. Вот в чем дело. Так вот, и, значит, как они собираются это делать? Например, 2% годовых, если
Банк России выдает за 6%, так? 6,25%, а потом банк, взяв вот эти деньги за 6,25%, будет выдавать обычным людям по 2%. Куда остается вот этот убыток? Как это банк, этот самого Сбербанк, например, берет под 6,25%, а потом выдает людям в розницу по 2%. Там же получается убыток в 4%. Куда это все девается? Так вот, в лес гадалки не ходи, они будут это, значит, финансировать, опять же, с бюджета. То есть вот этот 4,4% они будут финансировать, значит, Сбербанк. Что происходит вообще? Это они кого собираются обманывать таким вот образом? То есть они будут сворачивать, значит, расходы на образование, на медицину, на многие-многие другие социальные, значит, значимые эти самые. То есть обычный человек, взяв по 2% годовых на Дальнем Востоке дом, с другой стороны у него убудет, потому что это, а как они собираются вообще это делать? Вопрос в ставке рефинансирования. Если ставка рефинансирования не поменялась, то вот эта компенсация будет за счет других людей. То есть молодая семья с одной стороны взяла 2% значит, кредит на ипотеку, а все остальные за это будут платить. Вот такая вот штука. То есть обман, опять же обман. Они обманывают, имеется в виду Путин. Так вот, значит, второе. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, чтобы, значит, выдавать ипотечные кредиты всем подряд, без каких-либо ограничений по времени, никакие 5 лет, а навсегда, и всем подряд, без ограничения возраста и так далее. Ну, там банки сами решают, кому давать, кому не давать, но правила меняются в каждом. Государство в этом не участвует. Оно просто дает доступный кредит, доступное количество денег, чтобы всем было удобно, и все могли работать, и все могли зарабатывать. Вот в чем дело. Так вот, и в Соединенных Штатах в жилищном строительстве там нет коррупции. Там очень удобно, здесь в Соединенных Штатах очень удобно и легко заниматься строительством. Нет понятия территории, значит, сельского хозяйства. Там, если вы хотите в отдалении от города где-то что-то строить, вы должны всего лишь спросить у соседей, могу ли я здесь построить какое-то комьюнити, то есть поселок коттеджный, и могу ли я его продавать. Понимаете? Если это никому не мешает, то вы можете строить. Государство в этом не участвует. Все законы, которые сделаны для государства, значит, то есть для населения от имени государства, здесь удобное, это называется useful, ну как бы комфортное для людей. В России, значит, они собираются на Дальнем Востоке использовать 2% ипотеку для молодых семей. Так? Но дело в том, что коррупцию в строительстве никто на Дальнем Востоке не отменял. Там тоже есть, значит, то есть там, в отличие от Соединенных Штатов, есть такое понятие земли населенных пунктов и земли лесного хозяйства и земли, которые предназначены для, значит, ведения сельского хозяйства. То есть 2% ипотека никак не сможет увеличить количество строительства. А вот удорожание – да. Вот в чем дело. То есть, если сейчас по высокой ставке, скажем так, 10 или 14% годовых, ну, я так думаю, 14% годовых, можно однокомнатную квартиру купить, скажем, за 4 миллиона рублей, или, скажем так, чуть подальше, чуть подешевле, за 3 миллиона рублей, если можно купить. При 2% ставке на ипотеку цена возрастет просто вдвое. А может быть даже и втрое, кто его знает. Потому что больше они строить-то не могут. Они не могут выскочить за территории населенных пунктов. Там землю, которую выделяют под строительство, нужно брать, естественно, через коррупционную систему.
А было раньше 1 единица, и сейчас тоже 1 единица. Под введение, под увеличение, то есть спрос же увеличивается, 2% ипотека, 300 тысяч человек, допустим, он последний раз сказал, что будет 300 тысяч человек, 300 тысяч семей смогут получить, ипотечный кредит. Это, по некоторым городам увеличится спрос. А так как количество предложений останется тем же, будет просто увеличение цены. И в конечном итоге эти бедные молодые семьи все равно будут платить ту же сумму. То есть не важно, что это 2%, просто из-за увеличения стоимости квартиры. Если они по 14% годовых, они должны были бы, допустим, платить 30 тысяч рублей за ипотеку, значит, из-за увеличения цены они платят те же 2%, но это все равно будет составлять 30 тысяч рублей. Понимаете, о чем я говорю? И население Дальнего Востока составляет где-то около 10 миллионов человек в общем. И чисто для Дальнего Востока это может оказаться достаточно ощутимым, чтобы просто увеличить. Вот смотрите, молодые семьи, которые подпадают не больше, чем им не старше 36 лет, для них, значит, ничего в принципе особо не поменяется. То есть они платили, если бы ничего не поменялось, по 14%, они могли бы платить 30 тысяч рублей, то из-за увеличения стоимости квартир, значит, они будут платить те же 30 тысяч, но это будет 2%. А что же будет с теми, которые старше 36 лет? А эти люди вообще не смогут покупать квартир. Это приведет к колоссальному кризису. Естественно, получается, что вот эти увеличения стоимости квартир вдвое, скажем, да, как минимум, приведет к тому, что, значит, чиновники, которые выдают разрешение на строительство, выдают разрешение на, на назначение земли, они, естественно, чрезвычайно обогатятся. То есть все, которые являются членами Единой России, на этой 2% ипотеке сделают отличные себе деньги. И главное, что дальше пойдет, энергоносители, интересно, они позаботились насчет увеличения, значит, спроса. Они ведь тоже не дураки в энергосбыте. Они просто увеличат за подключение к электроэнергии. Например, вы построили 9-этажный дом, значит, 4 или 5 или 10 подъездов, чтобы подключить его к энергосбыту. Если вы сейчас платили энную сумму, то вам придется платить уже там вдвое-втрое больше. Потому что они легко могут сказать, не хотите, нам плевать, мы вас просто не подключим. Нет закона, по которому они обязаны были бы кого-либо подключать. Так что получается, на словах-то у Путина это хорошо, на самом деле это обернется коллапсом для населения. Потому что этот вопрос нужно решать досконально. То есть, если вы собираетесь увеличивать, допустим, количество выдаваемых ипотек, это, значит, повлияет на увеличение либо цены, поэтому, чтобы цена не увеличилась, нужно увеличить, значит, предложение. Чтобы увеличить предложение, нужно увеличить территорию населенных пунктов. Раз. Второе, облегчить вот эту коррупционную нагрузку на квадратные метры жилья. Второе и третье, значит, вы должны подумать над тем, хватит ли электричества, хватит ли там канализационных путей, чтобы все это, значит, нагрузку выдержал. То есть водоканал, который дает горячую холодную воду, энергосбыт, который дает там отопление и электричество, понимаете? А также нужно строить дороги. Понимаете? Сейчас они каким образом строят? Даже когда нету 2% ипотеки, они строят дома вот таким вот образом. Там парковаться негде. А как же школы? А как же детсада? Как оттуда везде выезжать и заезжать? Они предусмотрели на это деньги. То есть вся вот эта система Путина, которую он сделал, она с как называется, бахты-бурухту или там вот есть какое-то выражение с бахты-бурухту или как-то там, ну,
просто не подумавший, этот, как его, был же один в мультфильме мальчик там, эти двое из ларца, одинаковых с лица, хочу я это самое. Вот такая вот услуга они собираются делать населению. В любом случае, конечно, как бы это ни было, это первый шаг к тому, что значит, Путин и Медведев и вся их вороватая, это значит шайка-лейка, как называется, они все-таки, значит, идут на попятную. То есть они хоть с бухты-барахты, пусть криво-косо, но все равно они впервые в истории пошли на попятную и решили дать 2% ипотеку для молодежи. А это все равно классно, хоть на 5 лет. Хоть с дискриминационными этими ограничениями. То есть людей разделили тех, которые до 36 лет, и тех, которые после 36 лет. Если после 36 лет, а об доме на ипотеку вообще не мечта имеется в виду. А те, которые до 36 лет, их можно, ребята, поздравить. Но хоть что-то. Хоть что-то. Пускай криво, косо, но это просто это символ того, что мы что-то делаем правильно по отношению к этой власти. И, значит, в любом случае, я считаю, что это замечательно. И, значит, подписывайтесь на мой канал, а дальше будет круто, потому что следующий мой ролик будет посвящен тем событиям, которые произошли в Москве на Лубянке. То есть, когда один человек попытался штурмовать, значит, здание ФСБ, и, значит, этот человек погиб. Значит, и погиб один сотрудник ФСБ, и надо будет нам, то есть я рассмотрю вариант со всех сторон, как это делают нормальные люди. То есть со стороны погибшего вот этого, что он имел в виду, каким образом его, как можно умом понять его действия. И мы посмотрим это с другой стороны, со стороны погибшего ФСБшника. То есть, что вот с обеих сторон баррикад. То есть, с одной стороны стрелял вот этот Евгений, а с другой стороны стреляли вот эти ФСБшники. Значит, у этих обоих людей есть своя правда. И мы рассмотрим обе эти правды без Путина. Спасибо.